Всем привет! На сегодняшний день тема о домашнем насилии все еще остается актуальной. И зачастую жертвами домашнего насилия являются слабый пол, то есть женщины. Сегодня мы решили узнать у жителей нашей столицы, подвергались ли они когда-либо домашнему насилию и что предпринимали в таких случаях. Что бы вы сделали, если бы подверглись бы домашнему насилию? Вообще обращаться к психологу, к психиатру. Я бы сразу заявление написала бы. Если мы живем вместе, я бы сразу к маме обратно уехала бы. Ушла бы, конечно. Я такое никогда не потерплю. Унчалчы емес, біз таяқ жеп отырып қалчымыз илау-илап. Болды ошо. Сами подвергались домашнему насилию? Нет, что ты. Я им дам самого куту. Не, никогда. Никогда такого не было. 100% соның болчу күйім. Мен андайды көрген жоқпын насилияны. Слава богу, нет. Пока нет. Надеюсь, что не будет. Не будет, пусть не будет. Ну, было иногда. Как это было? Но это уже давно, умер мой муж. Уже никто мне насилие не делает. Понимал, но раньше, когда 50 лет, может 40 лет назад. А что в таких ситуациях делать женщинам? Что Наказать таких. Наказать. Ой, какое иметь право какой-то идиот руку поднимать? Ну, во-первых, надо себя любить. И не позволять над собой издеваться. Ничего не бояться. Главная поддержка близких. Нужно постараться поделиться этим, потому что чем быстрее вы это расскажете, тем быстрее получится отпустить это. А вот говорят же мужчины, ты сама разозлила, сама спровоцировала. Что вы думаете по этому поводу? Знаете, нам, женщинам, все можно. Мы женщины. Так что, мужики, терпите. Женщина должна быть женщиной. Если женщина мужчина, то два мужчины всегда воюют. Ухоженный болуш керек, үйдө отуруп алдында эле майланышып отура бербеш керек, жакшы хозяйка болуш керек. И жакшы өзүнүн укугун жакшы билиш керек. А что вы посоветуете мужчинам, чтобы сдерживаться, чтобы этого не происходило? Наверное, надо как-то думать, что это семья, и поэтому вести себя соответственно, да. И помнить, что ты глава семьи. Мужчинам не поднимать и быть более сдержанным. Первое, не допускать это поведение, корректировать. Ну а второе уже пусть уходят. Посоветую, в первую очередь необходимо подать сразу в милицию. Ну, наверное, выбирать мужей хороших, не знаю. Четкен, бескультурие, четкен, надандық, аялағандай, чоң күні. Дети страдают, жена страдает, в основном у нас в Кыргызстане. Права ущемляют наши.